Добрый вечер, добро пожаловать всем на канал Чеченской демократической партии. Мы продолжаем серию наших интервью с членами партии. Сегодня у нас в гостях Аслан Тойзен. Аслан Тойзен приехал, еще будучи молодым человеком, с Чечни в Европу во время русско-чеченской войны и проживает сам в Нидерландах и является, как я уже сказал, членом демократической партии. Я перейду сразу к вопросам и по мере ответа на них, по мере разговора, я думаю, зрители смогут составить свое впечатление о Аслане Тойзене, и тем, кто уже слушает нас в чатах, он, наверное, известен по голосу. Итак, Тойзен, почему демократия? Почему демократическая партия? Почему ты решил, что ты должен стать частью ее и что это политическая система, которая нужна чеченцам? А, Всем добрый вечер, Дели Маршал Сурхо. Вопрос, конечно, интересный, почему демократия? Это все используется, это мое мировоззрение. С самых юношеских лет я вот воспитывался и рос в такой среде, именно в среде, где была свобода личности, это было на первом месте. Почему демократия для нашего общества? Во-первых, демократия это заложено в нашем народе самом. То есть сама суть демократических институтов со времен возникновения, как бы сказать, вот, самого нашего как бы народа, наш народ уже организовывался, совершенствовался именно в демократических институтах. Да, я как сам трактую демократию, это как правовое государство, где есть разделение властей, где есть система издержек и противовесов, где есть защита личных прав и свобод гражданина в этом государстве, и где не ограничена власть большинства через всеобщее избирательное право. То есть это власть народа, где осуществляемая народом в интересах самого же народа. То есть в государстве, где фундамент самого государства, если мы зададим вопрос, что такое государство, это прежде всего, вот в моем понимании, это прежде всего гражданин. Вот этот фундамент государства, гражданин, он должен иметь право, он должен иметь свободу для самовыражения, свободу выразиться как личность. Если мы отнимаем гражданину любую свободу, это гражданин не будет не будет полезен ни для суда, ни для государства, ни для самого себя. То есть, прежде всего, это свобода граждан. И это еще идет со времен нашей истории. Наши предки донесли до нас это свобода личная, донесли до нас через все эти столетия. Ведь мы же все знаем, что во все годы основном знакомства с этой империей, в лице Российской империи, Российского государства, наш народ сохранился как единая нация, прежде всего благодаря вот таким фундаментальным чувствам личной свободы. То есть вот это чувство, вот это сама свобода, понимание чеченского гражданина, чеченцев, понимание самосознания, связано с моралью народа. И всегда все эти годы нам помогало оставаться такими, какими мы есть. И сегодня, вот, видя все противоречия, которые сегодня происходят в нашем обществе, я вот наблюдаю вот такое явление. Я вот к чему пришел. К чему я пришел? Я вот заметил, что вот все годы нас пытались каким-то образом профицировать. То есть создать из нас какое-то всеобщее пятно на фоне различных народностей. И мы как-то влились в это определенную серую массу. А сегодня что происходит? Мы понимаем, что в мире сегодня происходят глобальные перемены. Особенно это заметно на фоне украинской войны, что Россия не та страна, которая была. То есть Россия переформатируется в какое-то определенное государство. И мы все знаем, что
с этим исследовать перемены в мире. То есть сегодня нас, опять же, пробуют, не получилось у них нас рефлексировать, сегодня нас пробуют чисто арабизировать. То есть нам все это чуждо. Мы, прежде всего, не должны бояться демократии. И также я замечаю, что наш народ сегодня именно боится этого слова демократии. Его не надо бояться. Эта демократия у нас аж с 15 века была. Наш народ аж с 15 века, где-то к концу 15 века, избавился от этих сословий, избавился от этой элиты общества. Каждый гражданин в нашем государстве был свободен по отношению к другому. То есть мы не должны И равноправен. бояться, и равноправен. Мы должны вернуться истокам нашего народа. То есть мы элементарно, банально должны вспомнить нашу историю, которую мы, к сожалению, сегодня забыли. Отлично. Такой следующий вопрос. Чеченская демократическая партия часто в кругу наших соотечественников упрек озвучивается, что мы противники веры, каких-то вероисповеданий, что мы выступаем за запрет всех вероисповеданий. Твой комментарий по этому поводу? Во-первых, самое главное, беспочвенные обвинения. Во-вторых, самая тяжелая и бессмысленная борьба – это борьба с бредом в чужой голове. Это не я сказал, это сказал Жак-Жан Руссо, философ-писатель, который жил где-то в 18 веке, точно не помню. То есть само определение демократическая партия, чеченская демократическая партия, то есть что сама демократия трактует? Это равноправие, во-первых. Во-вторых, это право на любое вероисповедание. То есть сама суть демократии, уже в самой сути демократии заложено, что тут не может быть никаких запретов исповедать любую, какую-либо, либо любую религию человека. То есть само обвинение или упрек, скажем, да, оно как-то беспочвенно. И люди, которые пытаются нас таким образом упрекнуть, я считаю, они наговаривают, что это цель дискредитации самой партии. И одним словом, беспочвенное обвинение. Абсолютно необоснованно, и по моему мнению, да и по мнению многих наших друзей, специально вводящийся в обиход нарратив, чтобы отпугнуть от нас людей, чтобы представить нас такими какими-то противниками религии и людьми, несущими какие-то очень либеральные понятия в наше общество. То есть это, мне даже не кажется, что это случайные такие нарративы и непонимание ситуации. Это делается специально для дискредитации партии. Но мы будем продолжать разносить пух и прах такие необоснованные обвинения, и, возможно, в каждом интервью разъяснять. Нет, согласен, Зурко. Вот банальность самой ситуации заключается в том, что мы же это не первый день говорим, мы же даже в каждом нашем voice-чате нам это все время приходится повторять. Одно и то же, раз за разом. И в конце концов это настолько переходит в какое-то пафосное, банальное объяснение, что иногда просто стыдно становится эту фразу повторять. То есть мы об этом всегда говорим и будем, к сожалению, должны будем говорить об этом. И даже я добавлю, сама суть нас, мы же все являемся чеченцами, мы все являемся людьми, которые вышли из одного общества. Если взять, например, мои личности, я как личность состоялся в исламском мире. То есть я вырос и рос в исламских догматах. То есть все, что вот сегодня я знаю, все, что я сегодня как бы сознательно переживаю, это все исходит из исламского мира. И то есть априори я не могу быть противником ислама. Ни в коем случае. Я верю в Бога, я верю в Аллаха, как его ни называли, я верю в какую-то высшую справедливость. Она должна быть в этом, потому что этот мир, мы как понимаем, он по сути своей очень несправедливый. И такой мир
избирательной справедливости. Мы все это понимаем. То есть я воспитывался в системе религиозных, исламской религии и состоялся в этом как личность. Вот мое мировоззрение сегодня состоит из ислама. То есть и когда я переехал, например, в Европу, уже в этот момент перед мной открылся совсем другой мир. Мир, где сообщество состоит из разных людей, разной национальностью, разным мировоззрением, разными какими-то своими моральными своими принципами. То есть я увидел многогранность этого общества. И, соответственно, я потом потихоньку, живя в этом обществе, среди вот таких людей, мне приходилось с ними дружить, как бы знакомиться. И я понимал, что я должен в это общество элементарно интегрировать. Иначе я не мог никак выжить. То есть, прежде всего, интеграция. А из этого следует, что я должен был быть гибким в этих отношениях с людьми, то есть идти на какие-то компромиссы. Соответственно, я сегодня понимаю, что для нас, для членского общества, если мы в будущем хотим построить государство, и если мы хотим это государство для других народов, для других государств было открытым, а не замкнутым, и мы приходим понимать, что в нашем государстве будут жить не только одни чеченцы, то есть будут люди другой веры, других каких-то моральных качеств. Мы должны строить гибкое государство. Государство, которое будет защищать права каждого гражданина, несмотря на его веру, на его принципы. Все должно во имя одного гражданина строиться. То есть, исходя из этого, да, толерантно быть ко всему. Исходя из этого, у нас должно быть вот такое гибкое, направленное государство, только демократический институт способен на это. В исламском мире, в шариатском мире, в шариатских судах все основано и базируется на декларированных законах. То есть, грубо говоря, как бы банально сейчас не прозвучало, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Но сегодня в нашем вот так бурно развивающемся мире, в мире прогресса, в мире технологий, да, каждый день происходит какое-то открытие, какая-то технология изобретают, и, соответственно, потом ты должен как бы себя вот в этом мире как-то интегрировать. То есть ты должен жить, исходя из окружающей среды. То есть каждый день происходит, каждый секунд происходит усовершенствование чего-либо. Апдейт должен происходить, актуализироваться все должно. Обязательно, обязательно. Иначе ты не выживешь. Это как попал в джунгли. Если ты попал в какую-то дикую среду, ты же должен выжить. А как ты можешь выжить? Ты же начинаешь изучать окружающую среду. Изучив окружающую среду, только так ты можешь выжить. Ты не можешь биться головой в закрытую дверь, я так хочу. Я понимаю, что мы как-то по-другому все хотим, но, к сожалению, в этом мире не все зависит от наших желаний. Мы должны руководствоваться, считаться, что происходит вокруг нас. Есть такой аргумент со стороны, скажем так, группы людей или части людей, чеченцев, которые хотят, чтобы у нас в государстве были шариатские суды. У них есть такой аргумент, что они говорят: вы забираете у нас право построить шариатские суды. Понимаешь? Такой необоснованный с моей точки зрения, такое необоснованное обвинение, потому что, по сути, демократия, она дает тебе право, да, быть свободным и жить как сказать, выбирать любой путь, любое вероисповедание или отсутствие, как ты хочешь. То есть то, что несет демократия, она несет свободу выбора. А шариат – это ограниченный выбор. Только для мусульман, именно того течения, мы же знаем, что мы с тобой до этого еще говорили, не на запись, мы знаем, что в шариате есть несколько течений. То есть в шариатском праве есть несколько течений. Смотря какой из этих течений, по какому течению будут написаны эти законы, это очень ограниченный выбор, который приносит шариат. Почему-то они ставятся в противовес демократии, шариату. Нет, если как сказать, демократия позволяет человеку жить
по своим этим желаниям, то есть на По свой, своему выбору. да, по своему выбору, если он не нарушает свободу или не ограничивает свободу другого человека, он может жить как ему удобно, то шариат, он как раз-таки очень сильно ограничивает человека. Понимаешь, он загоняет тебя в определенный... Шариат ограничивает самовыражение самого человека. То есть он ограничивает тебя во всем. То есть сам человек должен считаться шариатом. То есть каждый свое решение, каждый свой шаг, он должен считаться шариатом. То есть в этом заключается несвобода. А это противоречит нашим членскому мировоззрению. Это противоречит всем канонам Нохчала, в первую очередь. Это противоречит тому, что меня, например, учили мои родители, мои бабушки, дедушки. Меня учили прежде всего уважать права другого членца. То есть прежде всего рассматривать другого членца как самого себя. Если я что-то хочу, я должен знать, что то же самое может захотеть и другой член. И я должен это уважать и принимать. То есть другого человека, не другого чеченца. Да, я знаю, что ты имеешь в виду другого человека. Я рассказываю о нашем обществе, да. Да, я вообще хочу это откорректировать. Вообще это общество, вообще Адамала, вот это Нохчала, оно воспитывает тебе уважение к другому человеку, как к себе. То есть поэтому у нас не признавались ни рабы, никакие феодалы и все такое. У нас было равноправие именно поэтому. То есть человек, он мог только за свои какие-то хорошие человеческие качества изыскать какое-то уважение себе в обществе. Но это не ставило его выше других. Он всегда был в правах, всегда был равен с другими. Богат, не богат, болен, там, инвалид. Все они, у всех были равные права. И это и есть демократия. Это то, к чему мы хотим тоже действительно вернуться. Да? Конечно, у нас в обществе, если брать наши древние наши, как наших предков, если их быт, у нас были какие-то вещи, которые нуждаются в апдейте на современный лад. Но это, сама суть, право, свобода человека, она всегда у нас была. И его пытаются у нас забрать, когда навязывают нам какие-то суды по какой-то из религий, по какому-то из течений. Все, Нет, Сурва, ты в этом прав. Мы не отрицаем, что наши адаты, они как-то были в те времена, что мы сегодня живем в совсем другое время. Но вот вся суть наших адатов, что они способны на апдейт, как ты говоришь, они способны усовершенствоваться, исходя из той окружающей среды, которую мы сегодня переживаем в мире, я имею в виду. То есть законы шариата, законы исламского юриспруденции, они декларированы аж веком где-то 10, где-то 1000 лет назад. То есть нам сегодня преподносят, что эти законы до сих пор сегодня работают и должны работать в современном, тем более в обществе. Мы с тобой понимаем, насколько сегодня это общество стало монограммным, что то, что было раньше, сегодня или не присутствует в обществе, или совсем как-то переформатировалось во что-то другое. И, соответственно, многие законы шариата, они сегодня просто недееспособны. Они просто сегодня не жизнеспособны в современном обществе. Ладно, если судить там шариатский закон насчет личных там, бракосочетаний, да, каких-то бытовых проблем, если в этом направлении их еще можно использовать в законах, но, извините, в законах криминала их никак нельзя использовать, потому что тот криминал, который был еще где-то, скажем, в X веке, он сегодня совсем переобразовался, он совсем другим стал. Ты не можешь сегодня, имея, например, в суде шариатском, имея ответчика и обвинителя, руководствоваться тем, что у тебя есть свидетели, которые поклянутся на Коране. Но так сегодня это не работает. Мы же понимаем, что преступный мир сегодня стал настолько извращенным, без проблем поклянуться, да, они. Да, он каждую секунду может поклясться на Коране. То есть это сегодня не работает.
так не выносит судебное решение. То есть мы вот даже вот на таком маленьком примере видим, что шариатские суды сегодня не будут работать в нашем, тем более в нашем чеченском обществе. Еще один вопрос, который вот прям встать подходит. Мы слышим часто, что вот шариатские законы – это законы Всевышнего. То есть, когда мы выступаем против шариатских законов в нашем обществе, нам говорят, так вы, значит, против законов Всевышнего. Понимаешь? И это такой надуманный аргумент. С моей точки зрения, это очень такой надуманный аргумент. То есть он под собой опять не имеет никакой основы. Потому что мы, если человек просто не поленится и возьмется изучить, что такое исламское право, что такое шариатские суды, мы найдем много примеров и доказать, что в сегодняшнем мире, в исламских некоторых государствах, у каждого государства свой закон, свое понимание шариатского закона. Но тогда вопрос, а где божественность этого закона? Если в каждом государстве присутствует свое понимание. Например, существует 5 школ исламского направления. 4 из них суннитские, а 1 из них шиитская. То кто из них проповедует божественное слово? Вопрос напрашивается. То есть здесь уже идут противоречия. То есть Еще одно. для меня это уже как-то для как бы адекватного человека, который обладает хотя бы малейшим критическим складом ума, складом, способ анализировать, для меня это очень противоречивые доводы наших оппонентов. И для меня, я уже как это не я это воспринимаю как кота в мешке, пафосно говоря. Мне вот по поводу законов Всевышнего хотелось бы вот этот аргумент раз и навсегда на него как бы ответить. Понимаете, люди, так называемые ученые ислама, хотя они просто религоведы, они сделали выводы из хадисов, которых тысячи, выводы из аята, из Корана, то, как они поняли своим человеческим умом. Мы же люди, которые записывали шариатские суды, там, решения, они же люди. То есть они сделали выводы из хадисов, из тафсиров Корана и написали, исходя из них, законы. Эти законы называются шариатскими законами. При этом один ученый там, в какое-то время, промежуток, участок истории сделал такие-то выводы, другой сделал другие выводы. И это такой набор законов, основанный на религии ислам. Но эти законы, они выведены выводом человека, люди их написали, понимаете? Это не были законы, которые написаны, как вот были там у Моисея, там 10 законов, которые ему были переданы, якобы в религиозном понимании, вот так, снова же я говорю. То есть, как пример, да? Это то же самое, что нас обвиняют, что демократия – это продукт человеческого разума. Да. Нам нужно божественное. Вот В то же том-то, самое. том-то и дело, нету. Шариатское – это не божественное, это точно такие же человеческие выводы. Выводы из Вот. тысяч То есть, хадисов, тафсиров, Коран, это люди написали, понимаете? Если бы это был закон, переданный, вот книга законов, 100 законов, как вам поступать в определенных ситуациях, и эта книга была бы, вот она собрана и передана как законы, и нам была бы от Всевышнего передана, тогда бы, ясное дело, никто с этим бы не спорил бы. Тут оспаривается утверждение, что это законы Всевышнего. Это не законы Всевышнего, это выводы из религии, сделанные людьми. А эти люди, как мы знаем, столетиями ошибаются, грубо используют свою выгоду, религию, как им хочется, туда-сюда дергают, как сказать, религию и управляют людьми. То есть надо наконец-таки понять это и убрать эту святость от этого, свято, от закона Всевышнего. Конечно, это режет слух сразу. Ты что, против закона Всевышнего? И сразу человек, он впадает в ступор, ему кажется, закону Всевышнего, нет, я не могу против них быть, это же они не могут быть неправильными. Тут-то и подвох. Эти так называемые законы Всевышнего, вот, они не законы Всевышнего. я же до этого говорил, вот, чтобы не быть многословным в этом объяснении. Я же привел пример, что существует 5
исламских школ исламского права. Если это было слово божественное, то есть это предписания были с Аллаха, то вопрос, откуда появилось 5 исламских школ права? То есть это опять продукт человеческого мировоззрения, человеческих каких-то амбиций в какое-то время. То есть в Саудовской Аравии свое направление шариатского суда, например. В Пакистане свое. Я уже не говорю о шиитском направлении Ирана, где где-то в 70-м году они просто ввели вот этот закон, шариат-закон, новый закон, касаемый, что девушка может в 13 лет выйти замуж, и она не имеет права там учиться и тому подобное. Но через какое-то время это будет преподноситься как божественное слово. То же самое происходило со времен с X века, так и так. Все это друг на друга накладывалось, и в конце концов до нашего времени донесли все это как божественное. То есть вот мы с тобой о чем говорим. Я просто уверен, что некие наши оппоненты, которые нас в этом обвиняют, что нам нужно божественно, сами не понимают, о чем говорят. 100% не разбираются в вопросе. Вот мы всегда и говорим, я не хочу обвинять кого, я не считаю себя самым умным, не хочу обвинять других людей в невежестве, тем более я их не знаю. Но, исходя из того, что они нам декларируют, говорят днями, я прихожу к мнению, что люди, вы сами хоть понимаете, о чем говорите? Вот возьмите хотя бы, сами почитайте, что такое исламское право, что такое и шариат исламский, и к чему все это. В мире же много примеров. Нам не нужно придумывать что-то новое. Мы просто можем послаться на пример, найти в мире, в истории человека пример и просто узнать, что к чему привело. А мы прекрасно знаем, что к чему все это приводит. Даже не буду пример приводить Афганистан и Пакистан. Мы прекрасно знаем, в каком состоянии это государство сегодня находится. И нам сегодня это предлагают. Нет, дорогие, я не хочу. Пускай я буду последним чеченцем, но я останусь в демократических институтах, в демократических ценностях, которые мне предписали мои предки, которые мне мои предки ценой своих жизней до меня донесли. И я хочу это передать своим. Которые тебе по духу близки. По духу, по менталитету, по мировоззрению, да по всему. Суть демократии вот в чем. Просто если очень банально раскидать, то есть эта система у людей, люди выбирают себе систему, чтобы они могли как-то исправлять свою власть, они могли власть, чтобы менять могли. То есть там ничего, если далеко заходить, там можно много о демократии разглагольствоваться. Но сама суть демократии в том, что чтобы общество оно могло власть у себя менять. То есть если ты поставишь какого-то Да? президента, через 4 года у него должен быть, у народа должен быть рычаг, который может убрать этого президента, если они им недовольны. То есть это система правления, это власть, так есть власть народа. То есть весь народ не может сидеть в качестве президента или парламента. Они убивают своих представителей. Мы с собой не утверждаем, что демократия это какой-то образец совершенства и премудрости. Мы это с тобой не утверждаем. Но мы с тобой утверждаем, доказываем, что демократия способна стать образцом совершенства и премудрости, потому что эта система сама по сути гибкая, способна апдейт. А Самосовершенствование. в противоположности к шариату, шариат к судам, там все декларировано, там все, вот, как говорится, опять же, шаг влево, шаг вправо, и ты труп. Да? То есть нету там свободы выбора. Нам нужна свобода выбора. Мне как личность нужна свобода выбора в любых вопросах. И в быту, и в жизни, и на работе, и в карьерном вопросе. Если у меня нет свободы выбора, если я сам не выбираю, что я хочу, какая из меня личность? Я получается, 100% ведомый. подписываюсь под этими словами. Очень хорошо сказал ты. Я рад. Тойза, у нас заканчивается время, и я думаю, на это можно завершить наш с тобой разговор. Как я уже изначально говорил, это
это будет такая серия интервью, чтобы представить некоторых из наших членов партии, чтобы создать какое-то о них, как сказать, чтобы у людей было какое-то о них впечатление, чтобы знали, что это не просто голоса в чатах, что это люди, что настоящие люди за этим. И в рамках этой серии, я думаю, мы сегодня достаточно с тобой поговорили и представили тебя. Ондери Скуль, спасибо за ответы, за время, за участие, за то, что ты есть такой демократ. И по традиции хочется сказать всем, будьте демократами, вступайте в демократическую партию, защищайте свои права, свою свободу и свободу своего выбора. Сорхо Дерес, он хуйло, что дал вот такую возможность высказаться вот в таком качестве интервью. Voice chat, то, что voice chat, это ты понимаешь, да, фразам высказываешься, не получается всегда высказать свою какую-то определенную мысль. Как ты уже сказал, я тоже призываю наших соотечественников, чеченцев, помнить, кто они есть, помнить свое наследие, помнить, кем были их предки, что и не нужно бояться этого слова демократия. Эта демократия у нас была уже веками. Она присутствовала в нашем народе. Мы жили в этой демократии, мы жили в этих демократических институтах. И это, прежде всего, должны помнить все чеченцы, которые именно те, которые сегодня проживают в западных цивилизованных странах. Они живут в этой демократии. Нельзя этого бояться. Я призываю, чтобы мы оставались нохчо, прежде всего. Для меня самое главное, как бы это ни звучало для какого-то другого уха, как бы нарицательным, но для меня, прежде всего, быть нохчо. Я есть нохчо. И я свое наследие хочу оставить нохчо, а не кем-нибудь, каким-то другим. Баркал Дересхол. Дейре Скуль, он его, Тойзен, спасибо всем, кто нас смотрел, и до следующих встреч. Адекер. Адекер, Маршаль.